Здравствуйте, я Мира Савина, сотрудник научно-исследовательской лаборатории молекулярной медицины и генетики человека Северо-Восточного федерального университета имени Амосова. Сегодня расскажу вам просто об орфанных заболеваниях. Что это за термин? Говоря совсем просто, это очень редкие заболевания, но редкие не во всем мире, а в отдельно взятой популяции. Возьмем, к примеру, древних скандинавов, или, проще говоря, викингов. Один воин имеет редкое на севере заболевание, поэтому на его родине оно считается орфанным. Но как только он преодолевает путь из викингов в греки, попадает на другую территорию, где такое заболевание, как у него, совсем даже не редкое, а распространенное, и в Греции оно уже не считается орфанным. И что стало викингу, спросите вы? Кроме того, что он стал частью статистики, ничего. Но в исследованиях орфанных заболеваний статистика – это очень важный показатель. Такими болезнями очень сложно заразиться. Большинство из них являются наследственными и передаются вместе с генами. Это невозможно. Мой отец был абсолютно здоров. Столетние дубы ударом кулака валил. Объясняю специально для викингов. Наследственные заболевания вызываются мутацией какого-либо гена. Набор твоих генов не только от отца, а от обоих родителей. Иногда для проявления болезни одного поврежденного гена недостаточно. Так было и у твоего отца, и у твоей матери. То есть каждый имел мутацию генов, но был совершенно здоров. Говоря научным языком, являлся здоровым носителем. Когда здоровый мужчина с мутацией встречает женщину с мутацией в том же самом гене, у их совместного ребенка вероятность проявления генетического заболевания возрастает на 25%. Это называется аутосомно-рецессивным типом наследования. Каждый человек является носителем от 5 до 10 рецессивных генов. Теперь понятно. А как вообще возникают эти мутации, наследственные заболевания? Есть два основных механизма. Эффект основателя, когда основатель популяции обладал мутацией гена и передал особенность всей группе. Как Освальд, основатель поселения, где родился наш викинг. И эффект бутылочного горлышка, резкое уменьшение популяции, например, вследствие катастроф с последующим восстановлением, которое приводит к снижению генетического разнообразия внутри популяции. А можно ли вылечить такие болезни? Большинство наследственных, в том числе и орфанных заболеваний, практически не поддаются лечению, но с помощью медицинских препаратов мы можем облегчить симптомы и протекание болезней. Правда, и здесь не обойдется без нюансов. Ненавижу нюансы. Препараты для этого очень дорогие, из-за того, что они не выпускаются в больших объемах. Почему? Потому что заболевания очень редкие, а производить малое количество препаратов невыгодно фармацевтическим компаниям. Что же делать викингам, евреям Ашкенази, якутам и другим изолированным популяциям, которые больше всего сталкиваются с проблемой орфанных заболеваний? Да, что нам делать? Хорошая новость в том, что орфанные наследственные заболевания можно предсказать, но гадание на рунах здесь не поможет, а помогут современные диагностические тест-системы, такие, как мы разработали в нашем университете в Республике Саха-Якутия. Вот как это работает. Берется стеклянный слайд, на который нанесены генетические маркеры, то есть короткие фрагменты ДНК. Такой слайд называется биочип. У пациента берут кровь, выделяют ДНК, а как вы помните с 9 класса, ДНК – это спираль из 2 цепочек. Для теста отделяют одну из этих цепочек и помещают ее на биочип. Фрагменты ДНК на чипе уже содержат мутацию. И вот зачем. Если цепочка ДНК пациента стремится соединиться с образцом чипа, значит ДНК пациента тоже содержит мутацию, а если нет, пациент здоров. Этот биочип диагностирует мутации 5 наследственных заболеваний у пациентов якутской национальности всего за 4 часа после сдачи крови. Это позволяет выявить больных и здоровых носителей. Такая диагностика максимально быстро и точно определяет наличие орфанных заболеваний. Современные тесты могут определить генетические мутации даже у эмбриона в утробе матери и составить генетический паспорт. Зачем викингу паспорт? Он гражданин мира. Генетический паспорт – это ваше знание о наличии мутаций генов конкретно у вас. Многих генетических заболеваний можно избежать, если заранее знать о вероятности их возникновения. На данный момент лучшей стратегией борьбы является предупреждение и своевременное выявление подобных заболеваний, а именно проведение массового генетического мониторинга здорового населения, пренатальная диагностика в семьях группы риска и создание генетических паспортов. Сейчас это наши главные задачи, и, к счастью, они успешно выполняются.
Понравилось видео? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Дальше будет еще интереснее.